Бесплатной юридической помощью в Государственном юридическом бюро, которое работает с июня, на сегодняшний день воспользовались всего 180 человек. Такие данные озвучены в рамках заседания Общественного совета при Минюстикоме. Скромные цифры эксперты объясняют ограниченным списком лиц, которые по закону имеют на это право. Инвалиды первой и второй групп, социально незащищенные слои населения, у которых доход меньше прожиточного минимума, дети-сироты. В ведомстве ситуацию оценили как несправедливую, предложив законодательно расширить круг льготников. Например, предполагается, что такое право появится еще и у инвалидов третьей группы и многодетных семей. Ожидается, что поправки не потребуют дополнительных расходов. Впрочем, тут решение за депутатами Госсовета. В системе бесплатной юридической помощи существует две составляющие – государственная и негосударственная юридическая помощь. Вот государственная юридическая помощь – это Госюрбюро, которое находится на Интернациональной 157, куда обращаются все. Негосударственная – это наши юридические клиники, которые действуют при вузах наших, то есть при СГУ и при Академии Госслужбы. Туда также обращается достаточно большое количество лиц, и которым оказывают помощь даже вне зависимости от их статуса либо же там положения. Также на сегодняшний день у нас заключено соглашение с адвокатской палатой, и в систему юридической помощи участвуют 22 адвоката, к которым также граждане могут обратиться на территориях. Проблемой внедрения этой системы социальной помощи остается то, что Госюрбюро все-таки действует пока лишь в Сыктывкаре. Возможно, поэтому и 99% обратившихся – жители столицы. А ведь правовая поддержка требуется и тем, кто проживает в остальной части республики. Предполагается, что их интересы начнут защищать адвокаты, заключившие соглашение с Минюстом. Выпадающие расходы на эти услуги ведомство готово взять на себя.